Чистота – половина веры. Сказано в Священном Писании, но многим, по-видимому, это понятие незнакомо. Герои нашего следующего сюжета в своем же дворе ведут себя, мягко говоря, некультурно, оставляя мусор где попало. А ведь мусорные баки установлены буквально через пару метров от несанкционированной свалки. Речь идет о некоторых недобросовестных жителях многоквартирных домов улицы Борова в Магасе. Но и это не единственная проблема для местных жильцов. Ната Ивлоева расскажет. Зина Гайсанова борется с мусором уже на протяжении долгого времени. Были и разъяснительные беседы, и требования, но все без толку, жалуется женщина. Какой ухоженный чистый двор был. Я нарадоваться не могла на этот двор. Но сами жители и прилегающие эти кафе испортили этот двор. Привели его в мусорник. Самый настоящий грязный мусорник. Я даже слов не нахожу, как это сказать. Несмотря на пожилой возраст и плохое состояние здоровья, Зина Гайсанова уже на протяжении 7 лет всю прилегающую территорию убирает сама. Бытовые отходы жителей этого двора собирает за угол дома. Но что самое интересное, 2 метров от него стоят мусорные баки. Постоянно закидывают мусор в подвал. Постоянно мне приходится оттуда выносить мусор, пакеты, которые гниют. И это подметать. Работники ЖКХ каждый день разгребают эту бесконечную гору мусора, но без толку. В течение суток бытовые отходы накапливаются снова. Среди загрязняющих прилегающую территорию двора есть и работники общепита, которые ленятся пройти пару метров до мусорного бака и кидают его на полпути. Мне приходится вот это, что есть мусор, подбирать, кидать в баки. Коробки, вот это все, железо, там, доски я в себе в кузов кидаю постоянно. Когда дожди начинаются сильные, здесь все заплывчато. Сюда зайти невозможно. Туда аж до того угла аж бросают мусор. Для решения этой проблемы есть 2 способа. Первое – собрать всех местных жителей двора и устроить масштабный субботник. А вторая – просто не загрязнять прилегающую территорию и забросить мусор в ближайшую урну. Ведь так просто быть культурным человеком. Искать в этой ситуации крайнего нет смысла, ведь двор загрязняют сами жители. Но проблема с выносом мусора только полбеды. Уже несколько лет подряд здесь бьет ключом абсолютно чистая вода, которая затапливает подвалы домов. Труба водопровода лопнула, но, по всей видимости, кроме Зины Гайсановой, никому до этого дела нет. Она неоднократно обращалась и в местную администрацию, и в водоканал. Но все они как один твердят, что на ремонт у них нет денег. Администрация ходила, обращалась. Хотелось бы, чтобы они провели нам эту трубу нормальную, проложили. 100 метров здесь трубы будет, не больше. Я думаю, даже и 100 не будет, вот 50 метров. Куда идти и кому обращаться, жители не понимают. А от местных властей слышны лишь пустые обещания. Ната Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.